привет! Мы находимся в гостинице «Лена», где 2 дня у нас будет замечательное событие по продукту, по здоровью, по Академии «Успех вместе». Нигде такого сейчас нету, да. У нас такая обстановка везде, сейчас карантин. Спасибо, что вы все пришли. Будут очень много людей в Инстаграме, по прямому, в Ютубе, будет, в Одноклассниках, ВКонтактах. Посмотрите все на это событие, которое у нас будет 2 дня. К нам приехала ученица, успешная ученица Академии «Успех вместе» Жаргалма Альшевна Муханаева Сулан-Удэ. Даже не сказала, что это далеко, не сказала, что везде коронавирус. Она соизволила нам прийти и с нами поделиться своим успехом, своим результатом. Это же здорово. Давайте интернет поприветствуем, похлопаем. Начинаем мы Академию «Успех вместе». Как чувствуем себя, Якутск? Молодцы. Ну что ж, доброе время, дорогие друзья, доброе время в интернете. Я вообще вот в этом зале 2-й раз. Первую презентацию, первый раз, когда я приехала в Якутск, Марфа, скажи, это было в 18-м году или в 18-м? Да, в 18-м году. Это было в 18-м году, в апреле месяце, однако, да? И вот первая презентация, она была тут. Вот именно в этом зале. Сидела намного меньше, чем вас. Но тем не менее, здесь я вижу тех людей, которые первый раз были. Это вот Марфа и Оля. И Дорчевитин. Да. Все. Но тем не менее, вот видите, в Якутске развивается бизнес. Здесь уже офис открытый, и было раньше тоже несколько офисов. Короче говоря, все идет и все развивается. Есть замечательные просто результаты у людей, как по продукту, так по доходам. Об этом мы будем делиться с вами сегодня. И что я хочу сказать. То, что вы сегодня пришли, вы большие молодцы. Почему? Потому что вообще в целом обстановка в стране не очень, ну в мире, так скажем, да, не такая уж благоприятная. Почему? Потому что везде объявили карантин, там не собираться и так далее. Когда я уже прошла регистрацию в Якутск, ну уже там пропустили туда в накопитель, говорят, да, объявляется посадка, ты идешь, там билет протягиваешь, тебе отрывают, и там накопитель есть. Перед тем, как сесть в автобус, туда прошла. И вдруг открываю WhatsApp, и там вижу постановление вашего правительства. Президента. Постановление вашего президента о том, что, короче говоря, в Якутии карантин, там то-то-то. И первое, что я искала информацию о том, до скольки человек можно собираться. Я поняла, что там до 50 человек все это разрешается. Думаю, ну нормально, 50 соберем, будет круто. И пообщалась с наставником своим Андреем Артуровичем, говорю, вот такое дело, вот что делать-то, я уже тут в накопителе сижу. Ну и раз уж все решено, значит решено. Но весь мир сейчас переходит в онлайн, да? Даже некоторые конторы, которые всю жизнь работали в офлайне, то есть люди приходили на работу, садились, включали свои компьютеры и работали. Вот такие компании сейчас, ЖКХ типа вот такого, да, они все уходят куда? Онлайн. Домой. Домой работать где? В онлайне. То есть получается вот интересный факт, что оказывается любую работу, да, можно вести из дома. Какое время интересное наступило, да? Вчера мы вели с Максимом Архиповым прямой эфир. Он говорит, ну только я не могу в онлайне заниматься реанимацией людей. Это врач-реаниматолог, поэтому человек, который... Ну, я думаю, что есть даже дистанционные врачи. То есть ты им отправляешь все анализы, беседуя с человеком, они могут вполне заниматься лечением. Есть уже такие врачи, есть такие уже клиники, короче говоря. То есть мир очень-очень сильно меняется.
И вот когда вот эти все карантинные мероприятия, все это начало двигаться, там, появляться все в мире, я начала думать вот о чем. Вот много людей приходили в нашу академию «Успех вместе» и говорили: о, я построю бизнес, тут денег заработай, и потом что-то уходили. Почему? Потому что, вероятно, там что-то не получалось, но сейчас уже Академия «Успех вместе» — это очень актуальная штука. Я тут зарабатываю очень хорошие деньги. Я увеличила доход в Академии «Успех вместе» за прошедшие 2 года в 5 раз. То есть очень хорошие деньги. Я такие деньги за свою жизнь никогда не зарабатывала. Но кроме того, что ты делаешь какие-то внешние действия, нужно работать еще внутри, да, чтобы допустить эти большие деньги до себя. Угу. Но я сейчас не говорю, что это большие деньги, но когда-то для меня те деньги, которые я зарабатываю сейчас, они были очень большими деньгами. Поэтому завтра я буду проводить тренинг. Это будет 4-часовой тренинг прокачки вот нашего внутреннего содержания, установок, убеждений. Почему деньги вот, хочешь заработать, почему-то не получается. Вот об этом очень будет ценная информация. Если даже просто для общего развития прийти, это очень будет полезно. В любом другом бизнесе, тем более в наше время. Время, когда идет вот такое интересное событие. Вообще-то все зависит только от кого? От нас. От нас. Но кто привык обвинять кого-то, вот там, что-то для меня она не работает, а для кого-то же работает. Раз для кого-то работает, для тебя тоже может сработать. Дело, получается, не в этой системе, да, в чем? В нас. В каждом человеке. Поэтому завтра как раз мы будем разбираться. Сегодня у нас будет... Я хочу вам представить очень кратко Академию «Успех вместе». А завтра я подробно о ней расскажу все шаги, какие нужно делать. Вот девушку как раз спросили, ну, что вас интересует. Девушка говорит: какие шаги я должна делать, чтобы начать зарабатывать, да? Вот это я буду как раз вам рассказывать завтра. Сегодня мы будем разговаривать о продукте, о том, какие деньги здесь есть в этой компании. И будем, ну, вы посмотрите, как работает продукт, каких результатов добиваются люди. Создатель вот этой системы Андрей Артурович Шаура. Это наш наставник, человек, который является долларовым миллионером, который создал себя сам. Он родился в обычной бедной семье, советской. Ему 39 лет. Был уже будет? Будет. В мае. Но это молодой человек, но человек тоже из Советского Союза, да? И добился очень впечатляющих просто результатов, создал такую академию, интернет-академию, и продвигает различные компании через вот эту систему. Сейчас мы в Академии «Успех вместе» продвигаем какой бизнес? Американскую компанию, которая называется Best Behavior, которая производит очень интересные продукты. То есть вот такая есть система обучения, и если мы усвоим вот эту систему обучения, поймем вообще внутри, как она устроена, как ею зарабатывать, реально можно изменить жизнь прямо очень сильно. И сейчас я понимаю, что вот как раз в эту эпоху, да, очень актуально. Вот если вы уже думаете, очень многие же останутся без работы сейчас. Вот туристический бизнес, он полностью исчезнет почти что. Люди не будут ездить никуда. Это вот в ближайшие несколько месяцев, представьте, какие сильные изменения произойдут. Куча контор закроется. Разные бизнесы, люди, если нанимали наемных работников, они что будут делать? Увольнять, потому что им нечем будет платить, во-первых. Во-вторых, что еще? Ну, сам бизнес не будет, оборота не будет, денег не будет, чтобы зарплату платить. Поэтому очень многие бизнесы будут закрываться. Короче, очень интересные дела нас ждут. Поэтому то, что сейчас есть, это, как говорят, цветочки, да? А ягодки еще потом. Поэтому то, что вы сегодня пришли и начали разбираться вот с этим бизнесом, ну, я считаю, что вам очень-очень повезло. Так, ну поехали. Есть у нас 5 продуктов. Компания Best Be Epic. Компания Best Be Epic — это американская компания. Производство находится в штате Юта. Там производятся все наши продукты.
Завтра я конкретно расскажу, там, кто такой создатель этой компании, там, Дан Путман, президент. То есть руководство, оно очень хорошо нам относится. В России самый большой у них, Россия СНГ большой оборот. И недавно президент компании Калури Томпсон был у нас в Иркутске. Да? Кто-то был из наших партнеров в Иркутске, поднимите руки, кто был в Иркутске. Вот такая команда поехала в Иркутск. Молодцы. Есть вот такие интересные 5 всего продуктов. Вот кто работал в компании, где больше продуктов? Поднимите руки. Я работала до прихода в СБФ, я работала в компании Amway. Кто слышал компанию Amway? Там было 600 с лишним наименований. Там отдельная группа косметика, группа чистящих моющих средств, группа витаминов. Короче говоря, огромное количество. И в этом огромном количестве тоже надо было разбираться. Когда я пришла в компанию сюда, в СБФ, был один продукт. Вот это. Вот этого всего не было. И представьте, вот эти все продукты появились практически за 2 года. То есть компания занимается очень серьезными научными разработками. То есть это все инновационные продукты. Вы сейчас поймете, я о них расскажу, почему они инновационные, почему они работают просто совершенно на другом уровне, чем даже те же амвеевские банки. Вот когда я пила амвеевские биологически активные добавки, у нас на столе стояло, ну не знаю, банок 10, наверное. Их надо было еще график какой-то делать. Потом я таскала вот эту большую таблетницу. И надо было помнить, что мне надо днем принимать. А днем я всегда забывала. А здесь что, утром, вечером, ну, утром косметику, то же самое. Короче, сейчас по порядку разберемся. И вот когда я пришла в компанию, где один продукт, мои, короче, те бывшие товарищи, коллеги, ты что, с ума сошла? Ты куда пошла? Куда пошла? Один продукт. Что ты, какой оборот создашь, бизнес создашь и так далее. Но к тому времени компания уже проработала целый год на рынке. И у нас в Улан-Удэ, кстати, очень активно развивался этот бизнес. Я пришла первый раз на такую презентацию, села в последнем ряду. Я тогда была вообще там никто в этом бизнесе. Сижу, и они делятся тем, что заработали. А я пришла сюда не на продукт. В самом начале, вот большинство из вас пришли на продукт. То есть попробовали продукт, поняли, о, классно работает, а что бы не рассказать кому-то там и так далее. А я в это время искала систему. Систему, которая позволит мне делать бизнес через интернет. Amway не делал бизнес через интернет. И причем они так говорили, попробуйте только. Вас забанят, там что-то. И к тому времени очень много групп ВКонтакте, которые, ну, люди организовывали, да, групп в Инстаграме, они что делали? Просто банили. Требовали, чтобы они закрывали. И вот прям были отчеты такие. Вот, за прошлый месяц закрыто столько-то групп. Понимаете? Когда я эту тенденцию видела, думаю, ну, у меня точно не получится делать этот бизнес в интернете. Искала систему, нашла Андрея Артуровича в интернете, начала его слушать. И в итоге я решила прийти. И когда я решила перейти сюда, я мужу говорю, давай перейдем. А мы уже там 9-й год были в Амвее. Платин-основатель, еще кого-то. Выступающий спикер, как раз по Нутрилайту я выступала. Мне муж сказал, ты что, с ума сошла, что ли? Что такое биепик, я даже знать не знаю. Я еще ему говорю, там один продукт. Он вообще, как один продукт? Как ты с одним продуктом построишь бизнес? Я говорю, люди там зарабатывают. И вот села я на последний ряд, на первой презентации, и меня шокировала одна женщина. Ее зовут Далгарма Бадмаева. Вы ее знаете, многие из ее группы сидите. Она вышла такая простая, буряточка, с акцентом говорит, немногословная. У нее нет такого большого словарного запаса, например, как у меня, да. Я поняла, что у нее нет статуса с другой компанией, она не с другой компанией, она просто пришла на продукт. Год проработала, и такая, этот Турушев спрашивает, ну, Долгарма Ивановна, скажите, пожалуйста, сколько вы зарабатываете? Сколько заработали за акцию? Была ноябрьская акция. И она тут говорит такую цифру, думаю, вот это да, и себе. Так, ты такая звезда, блин.
и ничего не имеешь. Ну, реально было. И у меня такое было чувство, ну как они это делают? Как это все вот это происходит? И она назвала такую цифру. За ноябрь месяц я заработала 750 тысяч рублей за месяц. Там не за месяц даже, там за какой-то период. По-моему, 10 дней было. Неделя. 10 дней была, там ее продлевали. 750 тысяч рублей. Почти 1 миллион рублей. У меня вот тут крышу-то снесла окончательно. Я думаю, так, если тут есть такие деньги, вот если Долгарма Агвановна заработала, я сейчас сижу такая, я-то точно заработала. Вот у вас есть какое-то такое внутреннее мысль хотя бы, не убеждение? Вот если люди тут зарабатывают, то я смогу это сделать. Есть такое? Есть. Есть. Вот все зависит от того, что у вас внутри сейчас. Если вы говорите, ну я не могу, ну вот она как, ну вот Долгарма там что-то делает, зарабатывает, там Долгарма, там Андрей Шаур, но я-то такая не могу. Все зависит от нашего внутреннего с вами состояния, об этом состоянии, какое, на что идут деньги, откуда они деньги идут, как они идут, когда они идут в нашу жизнь. Об этом я буду рассказывать дальше. Потому что моя история такая, что я жила в долгах, как говорят, как в долгах. И кредит на кредите, кредит на кредите. Один закрывала, другой брала, все время занимала. Ну, короче, а мне удалось, вот когда я одну штуку поняла, да, вот такой раз, и через 3 месяца я убрала почти все долги. Представляете? Они были не шуточные. И что я поняла там? Хотите узнать? Да. Приходите завтра. Завтра в интернете об этом пойдет речь. Тоже завтра заходите в это же время. Это будет 9 часов 10 минут Москвы. Это по Якутску. Не 9 же. 8. Короче, я неправильно написала стиль. Потому что я написала по-лондонски. У нас же еще разница. Короче, 8 часов 10 минут. Вот, сегодня я правильно пишу. Ну что ж, пошли разбираться, что за продукты, почему они так интересно работают. Вот у нас система органов есть. Пищеварительная система из чего состоит? Знаете, да? Начинается она откуда? Вот отсюда, да? Ротовая полость, гортань, пищевод, желудок. Дальше что идет? Ну, кишечник подразделяется на разные отделы, да? Ну, сначала что идет? Какая кишка-то идет? Тонкая. Ну, еще тонкая кишка разделяется. 12-перстная. Кишка. И так далее, и так далее, и так далее. Это есть система органов. Совокупность органов, которые выполняют определенную функцию в организме, да? Есть дыхательная система, ага. И вот смотрите, все, там их 70 с лишним органов, они объединены в 12 систем. И вот смотрите, органы, они состоят из чего? Из тканей. Ткани состоят из клеток. Вот клетка это то, что это наша основная структурная единица. Вот если клетка чувствует себя неважно, значит в целом организм будет чувствовать себя неважно. Если клетка голодает, кто голодает? Но человек голодает как? Через желудок. Прям кушать хотите все время, да? Но вот клетка, когда голодает, мы иногда сильно кушать-то, может, и не хотим. Но все равно организм требует какие-то питательные вещества. Мы можем ходить вот так в магазине. А что я хочу? У вас было такое? Вот? Да. Зашла в большой супермаркет, идешь, там, толкаешь тележку и не знаешь, что ты хочешь. Было такое? Конечно. И вот у меня все время было раньше такое. Когда я начала кушать вот эти продукты, вот это исчезло. Завтра я буду тоже рассказывать о некой финансовой грамотности, почему нужно ходить со списком. Кто ходит со списком продуктового магазина? Какие молодцы! А я не хожу, не ходила. Вот сейчас мы месяц, муж составляет список, и ходим в магазин. И знаете, это насколько
сокращает расходы на питание. Зато холодильник все время полный, и есть все, что ты там, ну, все, что надо. Поэтому это еще уникальная штука. Теперь смотрите. Клетка. В клетке 4 причины есть аномалий в клетке. Это недостаток кислорода, недостаток питания, недостаточный вывод продуктов жизнедеятельности и недостаток энергии. Вот такие 4 причины. Дальше. Но вот эта схема, она показывает, какую роль играют наши вот эти витамины, общеизвестные витамины, на то, чтобы сохранить клетку нормальной. Клетка, она очень сильно страдает от свободных радикалов. Что такое свободные радикалы? Это вещества, говорю, такие молекулы, которые заряжены положительно, и им не хватает одного электрона. И вот они, когда сталкиваются с любой молекулой, они что хотят? Забрать электрон. То есть, когда они хотят забрать электрон, забирают его, та молекула разрушается. И таким образом может много чего разрушиться в нашей клетке. Понятно, да? Поэтому вот витамин С сохраняет от от свободных радикалов цитоплазму клетки и межклеточное пространство. Витамин Е оболочку и витамин А ядро. И теперь представьте, что этих витаминов вообще нет. Ну, короче, это такая нехватка, дефицит в нашем организме. Мы не едим дополнительный продукт. Да, свободный радикал тут уже проник сюда, потом проник в ядро. Деление клетки регулируется ядром. И вот когда в ядре что-то нарушается, клетка начинает бешено делиться. И вот бешеный рост ткани, как называется? Это опухоль. Опухоль возникает из-за чего, получается? Из-за свободных радикалов. А свободные радикалы, их количество увеличивается из-за чего? Из-за стресса. И еще из-за чего? Из-за того, что нету антиоксидантов. То есть свободный радикал, антиоксидант — это антагонисты. Они друг другу что делают? Но свободный радикал, когда мы едим только вареную еду, свободных радикалов будет все больше и больше в нашем организме. Утром кто ел живое? Живое — это не вареное. Капсулы. Капсулы ели. Бананы. Бананы ем. Банан, яблоко — это вы хорошо поели, нормально. Кто ел кашу, кто ел там суп. Омлет. Омлет — это все вареное. Чем больше вареного мы едим, тем больше у нас свободных радикалов. Так, и теперь свободные радикалы вызывают закисление. Закисление — это когда что? Ну, это причина всех нехороших явлений в нашем организме. Так, в современной пище находится всего 8-10% тех необходимых веществ, которые нужны нашей клетке. Различных витаминов, минералов, фитонутриентов, биофлавоноидов. Остальные 90% это чья ответственность? Наша. Кто-то когда говорит, ну сейчас меньше людей стало. Раньше, когда я в МВИ работала, ну мы же тоже продвигали эти витамины. Одну семью приходим и сказали, придите, расскажите нам о витаминах, потому что мы все болеем. Один после удаления желчного пузыря, один после какого-то инсульта, один после какого-то инфаркта. Короче, вся семья вот такая оказалась. И налицо неправильный образ жизни. Что такое наследственные болезни? Вот очень часто говорят, у меня наследственный сахарный диабет, у меня наследственная гипертония. Из поколения в поколение. А как это из поколения в поколение? Что, ген гипертонии передается? Нет, конечно. Привычки, питания. Привычки передаются. Что мама кушала, тем и кормит ребенка. Вот это подсажается в наше подсознание как образ жизни, так вот только так можно. И мы переходим в взрослое состояние, в принципе, так и живем. Ну, что говорить о привычках? Вообще даже в привычках по питанию это вообще, ну, разные родовые есть лояльности, сценарии, которые повторяются, ну, из поколения в поколение. Из дочки в маму, на внучку и так далее. Есть такие очень. Я провожу личное консультирование, поэтому я с этим очень хорошо.
И лет 50, лет 40 очень многие женщины приходят и говорят: слушайте, я повторяю жизнь мамы. Я вот это сейчас и поняла. Что мне делать? Я не хочу. Поэтому вот то, что мы повторяем, да, не только в привычках питания, даже разные другие интересные вещи, то судьбу мы можем повторить даже. Бедность мы можем наследовать. И если мы сами себя сейчас не поменяем, наши дети в принципе такие же будут. Поэтому ответственность на нас какая? Вот сейчас есть много разных возможностей, много разных тренингов, много разных знаний. Брать и изменить себя. Ну, давайте такое сейчас немножко отступление сделаем. Кто хочет, чтобы дети, ваши дети, где-то к 40 годам вообще не ходили на нелюбимую работу? То есть у них не было работы ради выживания. Кто так хочет? Я У них просто есть деньги, какие-то вот они инвестиции создали, или какой-то бизнес создали, который приносит им деньги. И при этом они занимаются своим любимым делом. Тем, чем хотели бы заниматься. И имели несколько жилье, несколько разных в городах, недвижимость. Кто-то хочет, чтобы ваши дети так жили. Сказать, как это сделать? Ага. Очень просто. Взять себя в руки сейчас, себя, и изменить так. И сделать так, чтобы это у вас появилось. Любимое занятие. Деньги, которые сами будут идти. То есть проблема, где же взять деньги? Вот это исчезнет из жизни. Вот кто-то хочет. Да. Значит, надо просто над собой работать. И если понять надо, если какой-то человек когда-то достиг какой-то цели, и эту цель могу и я. Но только мне надо внутренне над собой очень серьезно работать. И по этой внутренней работе все будет само. Но прежде всего наладить надо питание. Когда вы наладили питание, автоматом оно налаживается голод. А? Видите? Есть вот такой продукт, который называется Elevate. Вот о ней сейчас немножко поговорим. Здесь 20 разных ингредиентов. Когда я первый раз увидела эту капсулу, 10 штук я купила в Турше, выпила и я поняла, что у меня похмелье началось. Кто похмельем болел? А как это ощущается? Как ощущается? Слабость. Голова болит. Голова болит. А что голова-то болит? Пить хочешь? А? Пить хочешь? Пить хочется все время. Воды. А почему пить хочется? А потому что там токсины. Токсины быстро надо вывести из организма, а организм говорит: пей воды. А вот когда я это выпила, я поняла, что она как-то сработала, что токсины начали выходить из тканей. Когда дрожь, да, внутри, что-то как будто бы дрожит. И кушать не хочется, только хочется чего? Пить воды. Вот я так ходила с утра до 7 вечера. Я в 7 вечера первый раз что-то перекусила немножко. Кушать даже не хотела. И организм принялся очень срочно что? Очищаться. Поэтому еще тогда я уже сказала: ой, продукт работает. Хотя мне Андрей Артурович говорит: продукт реально работает, ты возьми, попробуй. А я же умная и говорю: что-то 20 разных трав затолкать в одну капсулу. Не знаю, как это сработает. Люди получают результат, нет, все равно свое там. Корона это называется, эго. А самый мудрый совет моего наставника, самый простой. Мы же заказ сделали, а с Америки тогда приходило вообще за месяц, что ли. Ага, за месяц. Больше. Что месяц-то ждать, надо каждый день возьми, купи. Мы сходили с мужем по 10 капсул купили. У меня такое состояние, у мужа вообще никакое. О, сколько энергии. Мы живем на 5-м этаже, он начал так прямо через ступеньку вот так поднимается, да? Вот так бегать туда-сюда. А у меня наоборот. То есть разные могут быть реакции. Теперь смотрите,
Вот эти 20 трав, 20 разных ингредиентов, будем говорить, да? Все они натуральные. Здесь нет животного происхождения ингредиентов. И это очень важно. Вот некоторые есть биологически активные добавки, в которых есть какие-то интересные, ну, составляющие, да, там какой-то орган бычков, оттуда что-то извлекают. Это надо сколько убить бычков? Ну, верно? Там, плаценту чью-то, да? То есть, мне чем нравится, в первую очередь, здесь нет продуктов животного происхождения. Это классно. И это подходит всем людям, которые хотят перейти на веганство, на вегетарианство. Это классно. И вот когда ты съедаешь вот эту одну капсулку, получается, что ты съел 30 или 40 килограммов овощей, фруктов, грибов. Это такое классно же. И технология для того, чтобы вот такую капсулку сделать из 20 разных ингредиентов, она очень высокотехнологичное производство. На основе вакуумных технологий, там, криогенных технологий. То есть стараются сохранить все полезное из растений, грибов, там, трав разных, чтобы вот это все полезное оказалось вот в этой маленькой капсулке. Ну, все знаете кардицепс, да? Ну, крутое биологически активная добавка, продвигает его теньши. Я пробовала, но я не скажу, что я что-то там такое испытала, как отсюда. Почему так происходит? Да потому что все очень просто. Есть такое явление, которое называется синергия. Синергия, там не шумно? Да есть. А может там окно открыть? А? Ну тогда закройте и откройте вот где-то подальше. Потому что я чувствую, что вы тут сидите, шум. Да, машины. А тут кондиционер можно. Тихо стало, да? Да. И мне не надо напрягать голос. Давайте. Там есть вообще окно? Да, есть. Давайте посмотрим, разберем, что такое синергия. Ну, это очень... Когда я еще в школе работала, делала разные проекты, мы говорили про синергетический эффект. То есть, что такое синергетический эффект? Возвращаемся сюда. Вот кардицепс, если один в организме, да, вот попадает, он работает как-то по-особому. Что-то он там делает. Но когда он находится в взаимодействии вот этих разных трав, грибов, растений, он работает совершенно на другом уровне. То есть, если эффект был такой, когда мы кушаем вот эту капсулу, эффект какой? Поэтому мы получаем эффект сразу. Следующий продукт. Ну, а болевайте, понятно, да? Уникальный продукт, мы принимаем его как завтрак. Кто позавтракал элевейтор? Ну, практически все позавтракали. Кстати, он очень хорошо подходит для спортивного питания. Кому легче стало делать зарядку, когда вот это кушаешь? Вообще, утром встала, попила воды, а потом что? Выпила капсулу и делаешь зарядку. Теперь смотрите. Есть Accelerate. Это добавка, которая продукт питания. Сейчас потом разберемся, почему они относятся к продуктам питания, а не биологически активным добавкам. Это в составе всегда две капсулы. Белая и фиолетовая. Фиолетовая призвана что делать? Здесь очень красиво написано. Обеспечивает мягкий детокс, способствует снижению веса, улучшает пищеварение, восстанавливает иммунную систему. Теперь давайте, вот тут разные составляющие. Тут очень такой состав, которого я нигде не видел. Вот я не знаю такую добавку, которая содержит живые бактерии. Вот эти живые бактерии, они что делают? Они нормализуют нашу микрофлору. Наша микрофлора, 75% иммунитета, это вот кишечная микрофлора. Если в кишечнике бардак, по части состава микрофлоры, то нету иммунитета. А если нет иммунитета, человек сразу начинает болеть. Поэтому смотрите, что получается. Вот
выпивая вот эти капсулы, вот когда начали, что-то началось, да, соплеить, ты когда чувствуешь, что простудился, сначала не сопли идут, дальше что идет? Как-то интересное состояние, да? Голова там начинает. Сразу пейте вот эти наши воды. Даже если днем, да, вот это добавляйте, и все. И когда у меня, например, кто-то там дома начинает что-то это, я сразу добавляю вот это. Кроме зеленого. Сейчас я пью или вы. То есть белые капсулы и фиолетовые, их можно вместе днем пить, да? Можно, но это же вечером пить. Да. Но если днем, я это А, добавляю. точно. Да. А если на травы аллергия, вот это все нельзя? На что аллергия? На травы. На травы? Ну, не знаю как. Вообще аллергия, что это такое? Аллергия это признак очень сильной зашлакованности организма. Многие люди аллергичные начали принимать. Вот сейчас будут выходить люди и делиться. И зеленые, и фиолетовые, и белые. Но сначала, потом идет, знаете что? Как только вы начинаете аллергичные люди принимать, начинает обострение. Все начинает выходить. Вы там, короче, целая интересная история начинает происходить. И постепенно начинает организм что делать? Очищаться. Вот вчера буквально про аллергию был вопрос с Максимом. И он четко сказал, любая аллергия – это признак зашлакованности организма. Потому что организм не может идентифицировать какую-то молекулу, и любую какую-то незнакомую молекулу он принимает за что? За вражескую. И начинается вот эта реакция. Поэтому многие аллергичные, кстати, избавились от аллергии. У меня была аллергия, знаете, когда? Она появилась 2 года назад в августе. Что цветет-то? Полынь или что ли? Короче, как август начинается, как конец июля-август, все течет, все, глаза чешутся, вот так вот. Вдруг появилась. 2 или 3 года назад. 3 года назад, да. Сейчас у меня ее нет уже. Нынче летом я так прямо ждала этого периода, и ничего не случилось. Почему? Потому что организм очистился уже. Так, вот эти бактерии, они находятся в споровой форме. И попадая в наш желудок, они не разрушаются. Почему? Потому что эта споровая форма, она такая спящая, защитная оболочка. Попадают в кишечник, и там начинается высевание и налаживание нашей микрофлоры. Они борются с грибками еще. И когда они нормально высеваются и свою работу сделают в нашем кишечнике, микрофлора, она такая становится, что все разные вредные штучки, которые попадают, они уничтожаются уже нашей микрофлорой. 75% иммунитета где находится? В нашем кишечнике. И очень важно, чтобы не заболеть, иметь что? Хорошую микрофлору. А хорошая микрофлора, чтобы была, надо ее чем-то нормализовать. И нормализуют. И эти штаммы бактерий, да, они же открыты советскими учеными, это 60-е годы. И они открыты, знаете как? Как антидот к биологическому оружию. Поэтому вот в разных этих фильмах показывают, да, там, ранение получил солдат на поле боя, да, сразу ставится. А там непонятно же, какая микрофлора, чем он может заразиться. И тогда такое общее, вот общий антидот от всех разных болезнетворных там, бактерий, вирусов, вот он. И это ставится как вот такой антидот. Ну, а теперь американцы взяли и добавили капсулы, и нам вернули, короче. И вот этот продукт, он очень интересный. Например, даже гуминовую кислоту, если взять, там содержится очень много микроэлементов, которые нам нужны. Ну, топинамбур есть, который для диабетиков это просто очень хорошее подспорье. Ну, теперь вот эта схемка. Смотрите, шлаки и токсины я изобразила вот этими кружочками, красными и желтыми, оранжевыми. Они могут скапливаться в определенных местах. Когда они скапливаются в определенных местах? Потому что идет здесь что? Сужение, да? Вот эта лимфа, она
в лимфу должны выкинуться, выброситься все отработанные шлаки, токсины, и она должна благополучно выйти из организма. Но этого не происходит, потому что кое-где что? Нас сжало. Теперь вопрос, а что нас сжимает-то? По что мы сжимаем? Стрессы. Мы стрессанули, сжались. Гормон стресса – кортизол. Вот когда выбрасывается гормон, в определенных местах что делается? Сжались. Здесь скопились шлаки, токсины. Здесь начинается закисление. Почему начинается закисление? Свободных радикалов становится много. Почему? Потому что питание нарушено. Кровеносные сосуды, там все сжимается. И ткань начинает питаться отходами своими. Абсолютно некачественное питание. Наш организм настолько крепкий, что в таком режиме он может годы работать. И потом в один прекрасный день мы обнаруживаем что-то вот серьезное. Не только онкологию, вообще любую болячку, воспаление, там, еще что-то. И все из-за чего? А? Следующая мысль. И все из-за чего? Из-за сжатия напряжения. Из-за стресса. Из-за стресса. Если научиться регулировать свое эмоциональное состояние, теперь, смотрите, я такую штуку расскажу, да? Новую, так скажем. Есть гормон стресса кортизол, который что делает? Поджимает нас. А он появляется тогда, когда мы думаем негативные мысли. Когда мы думаем разные негативные мысли, мысль всегда, последствием думания, всегда является эмоциональное состояние. То есть вы думаете, блин, какой ты сволочь. Как вы думаете, какой гормон вырабатываться начинает? Как вы мне надоели все, думаете дома? Вырабатывается кортизол. Тем мужу говорите, какой же ты у меня не такой. И при этом ему не говорите. Вырабатывается какой гормон? Кортизол. И когда вы мужем недовольны, особенно спазмы идут в сфере половых функций, где яичники, матка, влагалище, где грудные железы. И есть наука психосоматика, которая объясняет. Вот, если женщина пришла ко мне и говорит, у меня и там проблемы. Я говорю, ну, обиды на мужа есть. У меня нет обиды на мужа. Чего на них обижаться? Их надо любить. Одна мне сказала, которая больна онкологией груди. Но если ты на нынешнего мужа не обижаешься, да? Значит, обижалась. Или вообще на отца. Понимаете? Проекция всех мужчин в нашей жизни – это наш отец. Короче говоря, это такая целая наука. И теперь смотрите, когда происходит зажимание? Тогда, когда думаем негативные мысли. Вопрос, друзья, выгодно думать негативные мысли? Нет. А как же научиться-то их не думать-то? Когда ты всю жизнь прожил в этом, полностью надо поменять внутри как сказать, понимание, почему это происходит. Я же научилась этому, я научилась поднимать вибрации сразу. Если я чувствую обиду, я понимаю, что я чувствую обиду, у меня есть механизм, техника, которая поднимает меня сразу. А завтра я одну из техник дам. Короче, весь сегодняшнюю лекцию я буду вас мотивировать. Очень вкусная информация будет завтра. Но теперь давайте посмотрим на это. Зажали чувства, мысли, перенапряжение получили нервной системы, спазм сосудов, застой шлаков, токсинов и здравствуй болезнь. Если все это убрать, то есть болезнь зависит от чувств и мыслей. Что думаешь, что чувствуешь? Все просто. И теперь посмотрите, если принимать наши продукты, при этом дальше продолжать плохо думать о себе, плохо думать о людях, плохо думать о мире, плохо думать о
в кризисе, который сейчас наступает. Ладно, вы получите какой-то эффект. Это называется путь через химию, путь через изменение состава, физиологического состава химического тела. Но представьте, вы включили еще осознанность. И говорите, так, я буду думать по-другому. Только надо научиться, как это делать по-другому. И когда вы так начинаете практиковать, вы получаете эффект намного сильнее, чем просто эти продукты. Понимаете? Поэтому наши продукты же умные продукты, я говорила, да? Они же придумали, как все-таки вот эту схемку, чтобы она перестала работать. Вот это. То есть, если человек, вот зажатость была, да, какая-то где-то, она может же расслабиться под действием определенных веществ. И под действием какой капсулы? Белой капсулы. Все просто. И белая капсула имеет такой состав. Смотрите. Смесь для глубокого сна, для устранения стресса и для восстановления жизненных сил. Вот про мелатонин мы вчера очень хорошо разговаривали. Мелатонин образуется в нашем теле благодаря гормону серотонина. А серотонин – это гормон радости. Он образует, если вы всегда говорите, почему люди такие не могут спать нормально? Что нету серотонина. А серотонин-то вырабатывается, когда вы находитесь на солнышке. При участии солнечного света. Вот поэтому вывод такой, чтобы нормально был мелатонин, чтобы глубоко спать, надо что? Гулять на улице. Не только сидеть в квартире, да, в 4 стенах. Выходить прямо на солнышке, там, погреться, погулять. Тогда будет нормальный мелатонин. Но здесь есть мелатонин. Потому что так сейчас изменилось все в нашей жизни. Есть много подвальных помещений, где работают люди, да? Вот просто такой вот белый свет есть, и все будет. Поэтому у них образуется мелатонин? Нет. Серотонин? Нет. Серотонина нет, а мелатонина нет. А мелатонина нету глубокого сна и расслабления. И вот когда, представьте себе, когда мы расслабляемся, теперь посмотрите, вот это сжатие, оно что делает? Уходит. Хопс, разжимается. А вот эта гадость что-то должна же случиться, да? Уходит, двигается дальше. Ага. И при этом мы чувствуем Аллергию чувствуем. Может быть, еще всякие начинают прыщики, то есть все как бы из носа течь, кашель и так далее. То есть мы получаем очищение. Угу. Поэтому давайте мы сделаем по нашим вот 3 продуктам. Зеленые питают, все, что необходимо дают. Фиолетовые что делают? Очищают, а белые укрепляют нервную систему, нас расслабляют, снимают клеточный стресс. Они работают втроем очень в тандеме, да? Ну, где такое есть в какой-то другой компании? Если вы хотите купить все, что есть в этих 2 коробках, разные составляющие, кардицепс, чага, там радиола розовая, там же много, да, гуминовая кислота, мелатонин. Вот это весь список, который вы видели, хотите купить, вам понадобится собрать 30-40 баночек из других компаний. 30-40 баночек из других компаний стоят примерно 30-40 тысяч. Согласны? Любой обычный человек может такое позволить? Вы можете себе такое? Нет, нету такого дохода. Но $100 в месяц мы можем себе позволить ради того, чтобы быть здоровым. Причем у нас есть система, когда четко зарабатывать эти деньги. Когда на капсулу зарабатывать деньги. Почему некоторые начинают делать бизнес? Потому что они хотят заработать на своем качественном питании. Я единственный раз сделала заказ своими деньгами, это было в декабре или ноябре, не помню, 2017 года, то есть в конце 17. Я работаю 18 год полностью, 19 год полностью, и вот 20 год идет. Остальное я всегда покупала из чего? Из заработанных денег. Поэтому, друзья, это очень хорошее подспорье.
люди, не понимающие, насколько качественные продукты они сейчас выпускают. Америка давно вперед ушла. Нам до технологий американских, ну, далеко еще. Поэтому мы сейчас пользуемся как будто iPhone 10, а кто-то пользуется кирпичом до сих пор. Кнопочный телефон, такой кирпичик, который умеет только звонить, наверное, и смс-ки. А iPhone умеет все делать. Или Samsung там S10, 11 сейчас крутые, да? Шикарно снимает, там фотоаппарат не нужен, камера не нужна, все делает, интернет заходит. Даже иногда я езжу в командировке далеко, когда неохота же таскаться с ноутбуком. Я его не беру, я знаю, что у меня в телефоне все будет. Поэтому вот так, друзья. Следующий продукт это Great Kids. Это детский продукт. Детский продукт, он чем хорош? Тем, что это для деток. Вообще, когда говорят для детей отдельно выпускается питание, как вы думаете, компания ответственно подходит к своей деятельности или так? Конечно. Очень ответственно. Это специальное питание для детей. Здесь очень интересные есть составляющие. Брокколи, морковь, помидоры, свекла, и так далее. Короче говоря, здесь все опять натуральное. Поэтому смотрите, когда мы даем деткам вот этот продукт, они получают практически все. Все, что необходимо. Ну, многие кушают вот это. Подросткам можно давать зеленый. Наша дочь 13 лет, она пьет прямо утром, как закон. Встала, выпила. Вообще вечером иногда такая подкрадывается и говорит, ну-ка я вот это хочу. Вот это, ну, а вообще у детей сон же надо. Вот кто слышал, что дети не могут спать? Есть такое. Ну, маленькие, особенно там. Школьники, дошкольники. Вы в детстве хорошо спали? А? Глубоко спали? Конечно. А вопрос, а почему сейчас не могу нормально выспаться? Гаджеты Детей всякое. страшные. А? Ну, дети даже в гаджетах, они же спят хорошо. Ладно, стрессы, еще что. Забота, переживания. Нагрузка большая. Самое главное, если Давление. химический состав посмотреть, Вредные. у деток Не отлично вырабатывается мелатонин. Шишковидная железа у нас есть там внутри гипофиз. Чем старше человек становится, тем хуже вырабатывается этот самый мелатонин. Мы не можем спать нормально. И тем более еще вот эта наша подружка, друг или там кто это, телефон, да? Все в обнимку. Никогда, вот я себя, знаете, корю, когда поставила на подзарядку телефон и положила его рядом. Если телефон заряжается, в этот момент от него электромагнитные волны несколько порядков выше. Нельзя держать рядом с головой заряжающийся телефон. Никогда так не засыпайте. Выкиньте его подальше. Вот иногда получается, я вырубишься, да, и понимаешь, что ты утром проснулся, телефон на зарядке рядом с тобой. Мне сразу начинает голова болеть. Может, от этой мысли болит. А может, реально она болит. Кто его знает? Поэтому, друзья, смотрите, когда детям мы это даем, это очень серьезно повышает их иммунитет. То есть вчера был вопрос. Мой ребенок начал пить и стал гиперактивным, неуправляемым. Тут же пишет другой человек. Мой ребенок начал пить, гиперактивным был, стал спокойным. То есть работать будет тоже по-разному, да? Там очень сильно зависит от того, что там инсулин туда-сюда может там, прыгать и так далее. Это надо у Архипова спросить, почему так. Ну что ж, вот эти 3 продукта имеют сертификат. Вот этот сертификат, знаете, откуда? Из какого департамента? Департамента сельского хозяйства. Первый вопрос. Есть Министерство сельского хозяйства Якутской республики. Республики Саха. Есть Министерство здравоохранения Республики Саха, да? Скажите мне, пожалуйста, кто из них контролирует продукты питания, а кто из них медикаменты?
Скажите, видите? Роспотребнадзор. Никто. Роспотребнадзор иногда, когда если кто-то что-то напишет. Роспотребнадзор все контролирует. И медикаменты, и продукты питания. Вот я вам задаю вопрос. Отдельно, кто контролирует питание? Ну, продукты питания. Минсельхоз. Минсельхоз это что касается продуктов питания. Это же они производят эти продукты. Выращивают продукты. Выключился. Выключился? Ага. И? А ты включила его? Я же сказала, тут включай. Она как там включается? Вот сюда. Видишь, греется опять. Так, Z сделай. А, вот так. Раз. Сколько сидел человек? 14. 13. Ключ просят. Что за хрень? Так, мы так сделаем. Так, попейте водички. Ничего. Надо заново начинать? Да? Ну ладно, так начнем. А, прервано. Продолжить? Да. Все. Все. Пошли дальше. Вот это сертификат, выданный Департаментом сельского хозяйства штата Юта, Соединенные Штаты Америки. Вот такие сертификаты выдаются на основе сертификата GMP. GMP это сертификат производства. То есть производство, все, что сертифицировано GMP, это международный сертификат. Когда дают сертификат, сертифицируют производство. И на основе этого выдается что? Сертификат на продукты, которые от Министерства сельского хозяйства, не Министерства, а департамент называется там, сельского хозяйства штата Юта. Вот эти три продукта имеют вот такой мощный такой хороший сертификат. Но пока еще не было же вот этого. Поэтому вот пока на эти три продукта. На этот тоже сертификат уже есть, только я его еще не получила, его образец. Поэтому, друзья, есть все соответствующие сертификаты. Детский продукт. Детский продукт мы взрослые кушаем. Когда я хочу кушать, я его ем. То есть покушать захотелось, разорвала, быстренько порошком туда посыпала в рот, выпила воду и все. Я приняла опять очень много разных экстрактов. Следующий момент. Следующий продукт это вот такой гель. Сыворотка мы называем. Сыворотка для кожи. Вот его можно наносить не только на лицо, на разные проблемные участки можно. Даже вот Надежда Ивановна Андреева, врач, наш эксперт по продукции, она говорит, если печень болит, на область печени можно. Коленки на область колен. То есть, если какие-то есть на коже какие-то проблемные места, да, там, вы тоже это можете наносить. Даже люди на экзему, на всякие вот такие вещи, проявления наносят. Это хорошо, это нормально. И причем где-то обморозились. Вот Марфа, там у тебя было какое-то сообщение. Это у Ольги, дочки. У меня дочка. Обморозились, да? Ага, и сразу зашла, помазала, на следующий день все нормально. Все нормально. Герпес хорошо, да. Да, вот такие явления на коже оно берет. Теперь давайте разберем состав. Из чего это состоит? Смотрите, есть растение годжи, но интернет заполонен. Там, короче, он для всего как бы. Да? Худеешь, там еще что-то. Но есть ягоды годжи. У вас в основном вот в интернете, которые предлагаются продукты, они содержат ягоды. Да? Ягоды годжи. А у нас не ягоды. В этой сыворотке гель из стволовых меристемных клеток корней. Вот есть на корнях, я биолог, поэтому эти вещи я понимаю, но я постараюсь сейчас объяснить. На корнях есть точки роста. Корни растет куда? Вниз, да?
На корнях есть точки роста. И вот где размножение идет, вот это вот, там есть такой участок, называется стволовые клетки. А что такое стволовые клетки или меристемные клетки?